Что он сделал? Во мне соперника казнил, опередил меня и славой других поэтов омрачил. Когда б я был поэтом главным, когда бы не было тебя, и мне, читатель благородный, воздвигнул памятник любя. Когда б я был, но ты мой гений, и муза с греческих высот сошла на русские равнины, забыв Олимпа воздух дивный, таких неведомых красот, пришла к тебе и поселилась. Я приглашаю на сцену драгоценную половину семьи Алексея Моисеенко, его супругу, вдохновительницу многих и многих проектов, единомышленницу, соратницу Валентину Васильевну Жиделеву. Дорогие друзья, я вышла для того, чтобы сказать вам о том, что, несмотря на то, что в этом зале с нами нет Алексея, и вот уже почти год он только с небес смотрит на нас, у него появляются все новые и новые друзья, и все больше поклонников в интернете, я это вижу, выставляют какие-то интересные видео с его участием, о которых мы, даже наша семья, не всегда знала. И таким образом он еще более сплачивает тех людей, которые любят настоящую музыку, которые ценят настоящую дружбу и верят, что любовь никогда не проходит. И вы видели кадры того замечательного концерта, который состоялся в 2014 году в Москве. И так получилось, что эти кадры и эта песня попала от Валентина Гафта к Вадиму Туманову. И Вадим Туманов, услышав эту песню в памяти Высоцкого, ну, во-первых, удивился, как так, что за певец пел эту песню, почему я ничего о нем не знаю. И вот таким образом, когда-то этот интеллигентный Гафт утром в воскресенье звонит и говорит: Алексей, а можно я твой телефон дам Вадиму Ивановичу Туманову? И как вы думаете, что бы мог ответить Алексей? Ему звонил легендарный Туманов, и это был разговор людей о великом поэте, великом русском поэте Владимире Высоцком. Гафт, Туманов сразу пригласил Алексея, и через несколько недель мы приехали к Вадиму Ивановичу. И вот таким образом Гафт помог состояться этой встрече. И самое главное, что они сразу полюбили друг друга, и Туманов очень был благодарен за то, что Алексей приехал, но тот приехал не с пустыми руками. Он буквально за 2-3 дня написал песню, которую посвятил уже самому Туманову. И несколько раз спел ее на концертах, которые проходили в Москве, или на тех вечерах, которые были с участием друзей Вадима Туманова. И это тоже только начало очень большой интересной истории, потому что Вадим Иванович Туманов, который много лет работал здесь, в Республике Коми, в этом зале сидят, я знаю, его друзья, и Николай Николаевич Герасимов, Юрий Владимирович Лесин, которые много лет с ним работали и до сих пор поддерживают отношения. Вадим Иванович попросил вот сейчас, в канун своего 90-летия, когда одна из наших
дружественных для России стран, это Латвия, снимает фильм о нашем легендарном золотодобытчике. Он попросил, чтобы эта съемочная группа обязательно приехала в город Сыктывкар, а фильм звучит так: «Туманов и друзья». И Вадиму Ивановичу было очень интересно увидеть, наверное, потом через фильм вот тех людей, которые живут в нашей республике. И знаете, в этом зале я приглашаю сюда режиссера из Латвии. Будьте добры, это пожалуйста, который снимает фильм о друзьях и о самом Вадиме Туманове. Добрый вечер. Немножко Валентина ошиблась. Фильм будет называться совсем по-другому. И он еще не готов, мы только начали его монтировать, но сегодня вы увидите просто несколько фрагментов из фильма, где мы просто этот монтаж назвали «Туманов и друзья». Но фильм будет называться совсем по-другому. Это маленький секрет. И фильм будет готов в конце мая, и мы надеемся его показать тоже у вас здесь, в Сыктывкаре. Да? Я думаю, что мы обязательно этот фильм увидим. И это еще тоже только начало истории. Дело в том, что прежде чем вот приехать вчера в Сыктывкар, в первый раз здесь находится Арнис, наш друг, и мы побывали со съемочной группой латвийской в Карелии, где продолжают работать друзья Вадима Ивановича Туманова и тот кооператив «Строитель», который был, как бы, можно так даже сказать, я думаю, друзья Туманова со мной согласятся, та часть ребят, которые работали здесь, в Республике Коми, она переехала в Карелию и до сих пор там строит замечательные дороги. И вот мы приехали, и так получилось, что мы случайно встретились на юбилее 90-летнем с этой съемочной группой, 90-летие Вадима Туманова, и замечательная актриса театра и певица Латвии Карина Лучинина была приглашена Тумановым на свой юбилей, и там замечательно пела. И вот как-то так это все совпало, я подошла к ней и сказала, я на юбилее прочитала только стихи, посвященные Туманову. Я ее попросила, а не могли бы вы выучить эту песню, ведь ее кроме Туманова никто не слышал. Но она, мне кажется, тоже очень глубокого содержания, и для тех людей, которые прошли с Тумановым там последние 50 лет, она будет очень дорога. И Карина согласилась. И разрешите нам сейчас пригласить на эту сцену замечательную актрису и певицу из Латвии Карину Лучинину. На фильме тоже будет очень много песен.